Добрый день, дорогие телезрители. В эфире старая добрая программа «Один из нас». И сегодня я бы хотел поговорить... повестка не снимается. Повестка специальной военной операции, участников специальной военной операции. Поскольку ключевую роль у наши коллеги берут с программы «Свои герои», но у нас... есть возможность поговорить о совсем других аспектах, хотя и там они тоже освещают. Да? Дело в том, что работа с участниками специальной военной операции, которые приезжают в отпуска, они или откомиссованы по медицинским показателям, она налажена с самого начала. Часть какую-то работы мы привыкли видеть. Мы на брифингах, там прошло реабилитацию столько-то человек, прошло оздоровительную реабилитацию столько-то человек, психологической помощи обратилось столько-то человек и так далее. Все это есть. И это все на уровне руководства страны и так далее ежедневно напоминается и, скажем так, берется на контроль. Но у нас вот эта вот работа и на республиканском, и на муниципальных уровнях, она поставлена с самого начала. И я сегодня с огромной радостью хочу побеседовать о, скажем, возможно, невидимой стороне вот этой большой работы с руководителем, в народе называют реабилитационный центр на Рихарда Зорге, да? Асида Юньевна, здравствуйте. Здравствуйте. И заведующая медицинской частью этого замечательного учреждения Айталина Спиридоновна. Здравствуйте. Здравствуйте. Асида Юньевна, у нас еще раз... Участники СВО делятся, которые, скажем, являются вашими подопечными, да, делятся на две категории. Это те, которые пребывают в краткосрочные отпуска и тому подобное, да, там, награждение. И демобилизованные. Да. И демобилизованные, там бывает контингент такой, совершенно разный, да, то есть у кого ранение легкое, тяжелое. Очень много таких ребят прошло через именно ваши стены, замечательное вот это учреждение на Рихарда Зорге. Вот давайте мы ретроспективу такую сделаем, как у нас же 3 года тому назад события специальной военной операции начались, и с самого начала попробуем окунуться в тот труд, который социальные работники. Я привык, социальные работники приходят к бабушкам, там, таскают пенсии, идут за покупками какими-то, там ухаживают, сиделки и так далее. Но, как оказалось, в условиях современных реалий социальная поддержка, психологическая поддержка, медицинская поддержка, она нужна и вот ребятам куда моложе меня, там, участникам СВО и так далее. И, еще раз замечу, членам их семей тоже. Да? Это особенно нужно отметить. Вот давайте, 22-й год, с чего началась работа по поддержке участников СВО? С июля 2022 года по поручению Айсена Сергеевича Николаева, да, нашего главы, мы начали работу по комплексной реабилитации. И у нас основная задача — это у нас восстановительное лечение, социально-психологическая реабилитация и, конечно же, социокультурная реабилитация. И вот мы начали с июля 2022 года и по сей день работаем, с ребятами, с участниками СВО и членами их семей. На сегодня у нас 400 участников спецвоенной операции прошли реабилитацию и 368 членов их семей. Это почти 1000 человек, которые получили меры. Примерно свыше 760 где-то участников СВО и членов их семей. Как вы думаете, откуда у руководства возникло видение того, что с контингентом граждан республики, которые прошли через специальную военную операцию, нужно работать комплексно? Большую роль, конечно, наш министр, Елена Александровна Волкова, тоже вклад внесла, да, и вот совместно мы решила совместно с нами, провести именно нашу комплексную реабилитацию для наших участников спецвоенной операции. Но с членами семьи мы работаем с 2022 года.
И мы вот не только вот у нас комплексная реабилитация, да, мы, значит, ребята 2 раза в неделю в бассейн возим, да, и до этого у нас ипотерапия была тоже, 2 раза мы вот возили ребят на конные вот и на конные езды, да, и у нас мы вот проводим еще их домарчи, значит, и члены семьи, и участники, значит, всем это, ну, именно вот я не думала, что вот наша вот услуга вот по домарчи будет востребована, да, очень ребята нуждаются, да, именно вот очищение и благосостояние, вот обряды вот нашего Алгыз, да, очень ребятам нужна. Давайте назвать это не услугой, а направлением работы. Да, направлением работы, да. Потому что у меня вот каждый раз коробит, когда вы говорите, получаете медицинскую услугу и так далее. Когда у нас в хорошие времена при Советском Союзе медицина была, ну, службой, да, службой оказания медицинской помощи. И я думаю, что у многих социальных работников социальная служба же тоже, да, это, вот это направление оказания вот этих, опять возвращаясь к слову услуги, получается, да, но оказание каких-то мер, она осталась вот на уровне тех времен, когда еще был на памяти Советский Союз. Да? И ежезаездно, да, мы еще встречаемся с военным прокурором и, значит, специалистом управления соцзащиты и специалистом Фонда защитника Отечества. Значит, мы проводим ежезаездно совещание, значит, приглашаем вот названную категорию, да, межвед, да, и, значит, мы проводим совещание с ребятами, с членами семей. И там вот обсуждаются проблемные вопросы, да, например, у кого нет проблем по проезду отпуска, выделения удостоверения, да, и, ну, оплаты, там вот все возможные вопросы. И вот девушка-специалист управления соцзащиты сразу на компьютере смотрит, у кого какие выплаты были, у кого что-то недовыплачено, да, и тут же решаются эти вопросы. Но очень удобно и для ребят, и для членов их семей. Участники СВО охотно идут вот на такие контакты и говорят, да. У меня проблемы с тем-то, у меня проблемы с тем-то, с документами, с этим. Да, и тут же вот военному прокурору пишут обращение, да, вот если у кого-то проблемы, да, вот оплата проезда в основном сейчас вот у многих, да. Но если вот анализировать, да, то в 2022 году, в третьем, было очень много обращений. А сейчас у нас ну, на уровне правительства, да, и на уровне всех межведов у нас выстроена работа четкая, да, и поэтому у нас, значит, ну, единичные обращения меньше стало. Но все-таки мы как-то вот ежезаездно приглашаем все равно нашего вот военного прокурора и специалистов, ну, чтобы ребята на месте вот вопросы свои решили. Они ходили вот куда-то, ну, ездили, да, и поэтому вот мы эту, значит, мероприятие мы очень ежезаездно проводим, да. Мы сегодня не говорим о тех мерах, которые оказывают по линии Минздрава, да? Да. То есть непосредственно там лечение, восстановление и так далее. Мы говорим еще раз о мерах, которые в рамках комплексной реабилитации у нас проводятся. Вот у нас все-таки контингент же такой тяжелый. И ампутанты есть, и маломобильные, и, которые получили тяжелые ранения и так далее. Да? Айтарина Спиридоновна, как с таким контингентом работает? Ну, было, скажем так, мирное время, понятно, да? То есть инвалиды есть всегда, там, мало ли какие, что случается, да? А вот сейчас, когда, ну, пошло значительное увеличение такого рода. Да, ага, у нас поступают такие участники СВО, да, с тяжелыми ранениями, да, и им в первую очередь нужна очень психологическая поддержка. К этой части у нас психологи очень хорошо работают. Как правило, они к нам поступают после медицины, да, после лечения, и у нас идет уже комплексная реабилитация по медицинской части, по социальной части идет, и да, мы помогаем очень хорошо, и после нашей реабилитации они уже духом поднятыми выписываются.
Мгм. А повышение там мобильности и так далее? Да, Потому что есть, ага. У нас есть, у вас же большой опыт по работе. у нас работает мультидисциплинарная команда. Там входят именно по нозологии врачи, узкие специалисты, врач ФРМ, врач-невролог, врач-травматолог, врач лечебной физкультуры, инструктора, психолог, логопед, и они все ставят сперва реабилитационный диагноз, цель, задачи, и уже по этим работаем комплексно все. И по мере на 18 дней поступают у нас участники СВО, и в течение 18 дней они уже у нас наблюдаются, проводят и выписываются уже реабилитационными рекомендациями на дальнейший этап. Ну, тяжело смотреть, да, что вот, Петра Шамаева вспомним, да, министром молодежи работал. Ну, я с ним на связи постоянно. Да, наступил на мину, лишился ноги и так далее. Вот человек в самом расцвете сил и так далее. Это один простой пример, да, а их же много, вот такого рода историй. Да. Просто Петр, он дал огласку, публичность, ну, алгоритм вот этого действия, вот, что происходит. Там они приехали в госпиталь, там несколько операций перенес и так далее, и так далее. Предстоит реабилитация. Вот Арсений Сергеевич на встрече с ним сказал. Значит, сначала его отвозят в госпиталь, и он будет, значит, находиться в госпитале где-то примерно полгода. И, значит, значит, они будут готовить ему культю, да, и, значит, он будет проходить полное лечение в госпитале до выздоровления. И тут такой момент, да, некоторые ребята молодые, если вот могут уйти, да, вот с госпиталя, они автоматически становятся гражданскими. Значит, у них и выплат, и доплат могут и не оплатить. Вот поэтому ребята должны находиться в госпитале до выписки, пока вот его не выпишут. То есть нюанс дисциплины, он Да, очень важный. очень. Дальше. И, значит, он приедет в Якутск через полгода, да, и мы ждем его на реабилитацию тоже. Вот я с ним всегда на связи, да, и вот писала ему. Но пока он, значит, об этом сейчас не думает. Главное, вот, чтобы он сейчас выздоровел. И затем ему предстоит, значит, протезирование, да, значит, протезирование делают в Минобороне, кстати, да, и после этого он должен приехать. Это там очередь очень большая, насколько я знаю, да, и, значит, может и в Якутии, значит, у нас работает Ортомед Плюс, они и Ортолайф, они вот Ортомед Плюс, они вот проводят протезирование верхних и нижних конечностей. И довольно-таки у них сейчас протезы очень высокого качества, я считаю. Вот ребята к нам уже поступали, да, вот когда я в Ростове была, да, вот у меня был подопечный Дмитрий из Намского улуса, и буквально он вот на той неделе выписался. И вот тогда я, когда вот его видела в госпитале, я ему говорила: вот, Дмитрий, ты через полгода, когда оденешь протезы, будешь бегать. А он не верил. А когда вот буквально вот к нам поступил, и мы вот с ним разговаривали, и он говорит: Асида Юрьевна, вы очень правы были. Я даже не ожидаю, говорит, не ожидал такого эффекта, говорит, и вот именно вот, который протез делали в Якутске, Ортомед Плюс, да, я бегаю, говорит, и вот очень доволен, говорит. И говорит, я сейчас и работать буду, и семью поддерживаю, говорит, и вообще, говорит, я уже другой стал. Но, говорит, нога, это, говорит, ерунда, если сравнить, если нет, вот, ну, если вот... Живой остался. Да, что я жив остался. Ну, вы упомянули Ростов. На самом деле же у вас там работает очень такая сильная бригада социальных работников тоже, да? Человек, который очень на слуху в республике, Вера Душкевич, она тоже там, Да. насколько я полагаю. Вот, давайте про них немного. Мне удалось вот побывать, я работала волонтером, да, и вот у нас Министерство труда по приказу министра, значит, мы направляют 11 человек в год, да, и вот каждый месяц, значит, проходят волонтерскую работу, да, и вот я когда работала, была удивлена, что вот насколько вот наше правительство, да, вот
все вот сделали вот налаженную работу, да, вплоть до вот выделения рюкзаков, да, ну, в рюкзаке, вы знаете, да, вот ребята приезжают без одежды, без ничего, да, и вот в этом рюкзаке вплоть до нижнего белья, спортивной одежды, тапочки, ну, мыло, шампунь, бритва, там все входит, да, и плюс телефон, если у кого нет телефона. Всем ребятам выделяем. И вот ребята сразу же звонят своим родителям, женам. И вот когда вот это вот все происходит, да, и это вообще мы на правильном пути, я считаю, что наше вот правительство, да, и вот единый координационный центр, да, очень хорошую работу проводит. И причем только это у нас в Якутии, да, я вот тоже наблюдала, там работали с Ханты-Мансийского округа ребята и наши вот Министерство труда и Министерство молодежи. И мы вот 4 девушки работали, значит, в госпитале с утра до вечера, без выходных, и работы много. Вот. А другие регионы, вот, скажем, такого внимания, такое Нет, пристальное внимание? Не было. Но я сейчас вот иногда Но это не как созваниваюсь. укор, Сейчас Сахалин подключился, и волонтеры Сахалина работают. И вот 3 только вот региона работают вот волонтерами. И вот наша работа очень налажена. Вот поверьте, ребята очень довольны. Даже вот на якутском языке вот спросишь, хая, хайдаканы, и сразу они глаза, и ну вот все вот у них, как будто они на родине находятся. Ну, историй же много. Да. Вот эти чебурашки, да, игрушки, которые попадают, эти харасхалы, которые передают волонтеры, да, у нас вот программа тоже была про волонтеров Сунтарского, они там помимо маскировочных сетей также вот плетут харасхалы из конского волоса, да, передают. Ну, там говорят, наши военкоры, которые говорят, нет разницы, там, вот якутский оберег кто получает, там, русский или сахали, там, все очень рады тому, что даже вот такой вроде бы казалось в обычной жизни маленький, да, очень помогает и оберегает ребят. И вот я вот тоже волонтером, вот, которые работают в Якутске, да, вот Илис, Лас, они очень много, значит, делают вот именно вот такие обереги, да, и вплоть до рюкзаков шьют, и, значит, другие принадлежности, да, и вот, пользуясь случаем, вот Ирина, которая у нас на реабилитации была, да, девушка, вот она организовывала эту работу и до сих пор работает. Очень много они работы делают. И их вот обереги ребятам очень помогает, я считаю. Силы придают. Да. Не секрет, что Министерство обороны заключало контракт там с различными группами населения, да, то есть не только же мобилизованные добровольцы, контрактники проходят службу, да. Не секрет, что в штурмовых подразделениях и бывшие заключенные тоже как бы воевали. И мы все требуем дисциплину. Если вот, я знаю, в госпитале, если человек выпьет, сразу его, значит, с госпиталя, значит, выписывают, да. И такой же принцип есть у нас. Но мы первый раз, значит, предупреждение делаем, но второй раз, если это случается, мы сразу выписываем. Потому что дисциплина должна быть на первом месте. У нас, потому что есть и, значит, ветераны, инвалиды, значит, получатели услуг у нас возрастные, да, но тем не менее дисциплина у нас на первом месте должна быть. Ну, конечно, в 2022 году немножко у нас были эксцессы, да, но, ситуации, да, но сейчас у нас лучше стало. Нет такого. Сейчас более... Массового нарушения дисциплины не наблюдается? Нет, да? нет. Ага. Потому что я с каждым лично разговариваю, потому что, ну, каждый боец для меня, вот, ну, как я вот побывала, да, в Ростове, и немножко я оцениваю жизнь по-другому уже, да, переоценила все вот эти моменты, да, и ребята, они, конечно, тоже вот через все это проходить, и потом приехать, и выпивать, и нарушать, это же тоже как бы невозможно, да. Все равно ребята расслабляются, все равно ребята выпивают, но мы первым делом сначала предупреждаем,
а затем, конечно, если повторно, и мы уже выписываем, да. Очень распространено стало слово ПТСР, да, посттравматическое стрессовое расстройство. Психологи работают, медики работают, но где-то в стране, да и проживается, да, скажем, вот последствия вот этого ПТСР. Вот чтобы исключить подобные явления, у вас какая работа ведется? Помимо мультибригады у нас еще работает врач-психиатр. Ага. И вот первое время, да, когда бойцы приезжают в отпуск, к нам поступают, у них, конечно, психика сломанная, они с нарушением сна, беспокойные, такие агрессивные порой бывают, да, и очень хорошо вот именно психиатр, врач с психологом работают, чтобы, и очень хорошо с ними разговаривают. И если есть нужда, врач-психиатр даже может назначить психотропные лекарства. И у нас... Прямо в стенах учреждения можно назначить? Да, у нас единицы были такие случаи. Есть такие, но раньше такие прямо разбитые пацаны приезжали, бойцы. Сейчас более-менее устаканилось. Сейчас бойцы тоже вот сильные духом стали, что ли, чем первое время. Более осознанные стали. Ага. Ну и хочу добавить, да, у нас два психолога, да, и они проводят индивидуальные занятия, да. Сначала они консультируют, беседы проводят, тесты проводят, тренинги, и это все, конечно, индивидуально. С каждым мы работаем индивидуально. А когда психолог или психиатр, да, который работает в составе бригады в процессе реабилитации, они замечают что-то, ну, подозрительное, какие-то сигналы, которые могут в дальнейшем вылиться в нечто большее. Да? Вот что они предпринимают обычно? Ну, бывали же, наверное, такие моменты? Ну, прямо таких ярких картин не было, что такие ситуации будут. Но назначают психотропные препараты. Очень хорошо разговаривают У ребят, у индивидуально. некоторых они уже с госпиталя с собой привозят, да? Да, есть такие тоже, которые уже на учете состоят у психиатра, уже с лечением приходят, и уже контроль идет у нас на реабилитацию в нашем центре в течение 18 дней. Ну, у нас же сейчас международная обстановка, она меняется буквально час от часу, да, и, в принципе, у многих граждан, которые остались здесь в мирной жизни, возникают вопросы, а много ли таких вот сломанных боевыми действиями ребят вольется в нашу с вами жизнь после завершения специальной военной операции? Да? Как вы думаете, много таких, которые, ну, реально вот таких сломанных? Важно какие-то выборка, какой-то процентаж. Нет, сейчас уже более ребята стали осознанны. Это вот в 22-м году, да, действительно, мы все не готовы были, да, и вот мобилизация, когда началась, да, вот и ребята не готовы были, да, сейчас осознанно уже все контракт подписывают, да, и возрастные идут, да, и сейчас более динамика совсем другая, да, и более осознанные. И поэтому я думаю, что такого прямо массового не будет. Ну, сейчас я как думаю, да, вот сейчас всех прямо вот сразу не отправят, да, когда все закончится. Это будет постепенно. Да, кого-то оставят, вот контрактников оставят на благоустройство, там, восстановление, да, все равно такая работа будет, да. И вот некоторых вот поэтапно будут направлять. И я думаю, что прямо вот... Единочасье такое? Да, такого массового не будет. Все будет постепенно. Вот ребят мобилизованных в первую очередь, наверное, отправят. И контрактников вот поэтапно будет это все. Асида Юрьевна, еще один вопрос такой, да? Не казалось ли вам, что участникам СВО, да, неважно, там, раненым, не раненым, там, участникам реабилитации и так далее, им легче разговаривать, ну, с себе подобными, да, то есть другими участниками, возможно, СВО, которые, ну, как бы немного в теме, немного вовлечены в процессы, да? Как они относятся, ну, к гражданским, то, что... Ну, в данном нашем учреждении, да, спокойно, да. Они спокойные. И никаких таких у нас проблем нет. Просто мы вначале, может, да, какие-то, может, взаимодействия у них какие-то не очень хорошие, может, были, но
У нас осознанно поступают ребята, да, и поэтому знают, что у нас вот реабилитация, знают, что у нас бассейн есть, и ипотерапия, да, и дом Арчи мы вводим, да, и возим, поэтому у Ну, нас... актов недоверия Да. вашим сотрудникам, да? Очень. Нет. У нас очень дружелюбные отношения, да, и, значит, контакт со всеми. С каждым мы работаем индивидуально, поэтому каждого знаем, да. И вот поэтому у нас работа налажена. Мгм. Очень важный аспект социальной реабилитации, да, потому что вот много же направлений, по которым работают ну, участники процесса реабилитации. Это и фонд «Защитники Отечества», да, это и по линии Минздрава и так далее. Ну, медицинская реабилитация же тоже можно считать частью комплексной Да, реабилитации, да. которая... Вот здесь вот именно социальное, то есть вот человек пришел с района боевых действий, он вливается в гражданскую жизнь. Вот здесь вот, наверное, все-таки есть какие-то моменты, когда ребятам может показаться, что, ну, назовем так, рвать на груди тельняшку, да я за вас кровь проливал там и так далее, и так далее. У нас были такие бойцы первое время. Первое время были, вы тут сидите в тепле, мы за вас кровь проливали. А сейчас нет. Сейчас все спокойные. Ага, такого нет у нас. Ага. Ну, то есть вот этот комплекс мероприятий там, с выплатами, с льготами какими-то социальными, да, с поддержкой семей, ну, выливается, скажем так, более благоприятную картинку, которая наблюдается на земле. Да? Ага. У нас все комплексно. И еще к нам приезжают Техникума интерната, и ага. проводят профориентационную работу, да, и у нас, значит, они не только вот с участниками СВО, да, проводят обучение, да, но и членам семей. И я, насколько знаю, они тоже очень много провели обучений. Это востребована работа по специальностям социальный работник, там, по финансам, по кадрам, по швейное дело. Да. Это техникум для инвалидов? Да, да. Мы с ними тоже соглашение заключили, и каждый вот заезд представитель приходит и, значит, проводит с ними беседы, консультации и предлагает свои вот специальности. И очень даже востребовано. Тоже где-то свыше 700 человек прошли обучение и учатся до сих пор. То есть они осознают, что придется менять жизнь, что да. немножко И другим меняют придется направление специальности. Ну, там есть вот по компьютерам, да, я насколько знаю, да, веб-дизайн, там сайта, вот много вот востребовано тоже обучаются по финансовой грамотности. В общем, у нас взаимодействием очень со многими, да, не только вот с техниками. У нас и Минспорт, Минкультура, мы все взаимодействуем, и Минздрав. И вот когда ребята поступают, если вот кому-то надо вот МРТ, там КТ, УЗИ, мы договариваемся сразу с Минздравом, да, и у нас зеленый коридор, как говорим, да, и мы их сразу же без очереди, бесплатно, значит, проводим эти процедуры. И анализы, да, дают ребята. То есть обследование не еще полностью, да. Ага. И офтальмология тоже, вот, если у кого-то проблемы с зрением, тоже вот Иваном Петровичем у нас тоже есть соглашение, да, и вот мы вот ребят тоже без проблем направляем, значит, и проводят консультации и обследования. Не оперируют? Такого не было, да? Но или после нас... На операцию по офтальмологии особенно члены их семьи, родители нуждаются. И они очень хорошо, быстро проходят обследование. Вот по работе с членами семьи, да, это кто? Это жены, дети, жены, родители. Мама, папа. Вот немножко про вот это вот направление. Ну, мы все делаем тоже для них, да. И вы же говорите почти 50 на 50, да? Да, комплексная реабилитация для членов семей. И, значит, то, что вот мы ребятам, значит, оказываем, да, вот Минздрав, да, вот, значит, офтальмология, да, вот они все, вот это все проходят тоже. Дом Арчи тоже, все родители без исключения идут. Даже мы удивлены были, да. Я думала, не очень будет востребовано, а оказывается, нет.
очень прямо востребовано. Все идут родители, и, значит, очищение проходит. Даже 2 И, раза бывало. Да, дважды даже просят. Ну вот если просят, мы никому не отказываем, тоже все для них делаем. Ну, это со всей Якутии же, да? Да, к нам приезжают со всей Якутии, даже северные улусы приезжают, и всем мы оказываем помощь. Ну и еще индивидуальные же бывают, да, у кого-то там куда-то тоже вот медцентр, да, повезти кого-то тоже. И мы все услуги, ну, доставку до медцентра все оказываем, да, бесплатно. Ну, то есть такого нет, что Да. если кто-то обращается, скажем, это не наше дело. и так Нет. далее. Я Нет. абсолютно... У нас такого нету. Мы стараемся помочь всем, и как мы можем, все, значит, мы им помогаем. И нет такого, что слова «нет» не должно быть. Мы, значит, у нас такая работа поставлена, задача, и мы все вопросы их не должны решить. Вплоть до вот... Если вопросы есть военному прокурору, значит, мы это должны отработать. И каждый заезд у нас эти вопросы решаются. У вас жизнь поделена на заезды, да? То есть Да. несколько раз промелькнуло там каждозаездно, ежезаездно и У так нас далее. 18 заездов в год, да, и вот именно участники СВО 20 ну, коек, скажем, да, и вот у нас, к сожалению, да, эти койки больше. У нас, например, если в год у нас 340, да, например, должны принять участников, членов семей, мы принимаем больше. Просто мы никому не отказываем. Поэтому, ну и ребята все наслышаны, по-моему, ну, как говорится, сарафанное радио работает, да, и вот даже с самолета ребята приезжают, и звонят, и, ну, лично мне даже звонят, да, и поэтому мы всех принимаем. А вот нет такого бюрократизма, вот у тебя нет направления, анализов нет, мы тебя не принимаем, такого нет. Мы, значит, если ребята приезжают, мы их принимаем и сразу же договариваемся с Минздравом и отправляем, значит, на анализы. И, значит, по ходу нахождения в нашем центре он проходит вот анализы и другие мероприятия. А сколько дней? 18 дней. 18 дней Да. может рассчитывать, да? Да, но некоторые ребята, вот, ну, бывает такое, вот до отпуска у меня там 2-3 дня осталось, можно мы продлим. И без проблем мы всем продлеваем. Ну, вот, помогаем ребятам, чтобы они вот именно вот у них самолет, например, через 2 дня, и вот они вылетают через 2 дня. После нашего нахождения на реабилитации они, значит, едут к себе в воинскую часть. На самом деле я не сомневался, что работа поставлена по линии практически всех ведомств. Да? Ну, примеров много. Это по линии Минздрава и московские вот эти реабилитационные мероприятия. Да? Это вот здесь вот я просто не масштабы лично от вас услышал, то, что сколько со всей республики и так далее. Пытаюсь вычислить, насколько все это может отыграть Мне кажется, в будущем социальной, ну, на социальной картинке социума в целом, да? Мне кажется, надо построить специализированный центр для участников СВО, ну и не только для участников СВО, а для всех боевых, кто участвовал в боевых действиях. Все ребята должны проходить реабилитацию. Это кто был в Афгане, Чечне и, конечно же, Украина. Для всех надо вот единый специализированный центр построить. Без гражданских? Без, да, гражданских. Потому что все равно у нас, ну, я считаю, вот в течение года это будет все проходить, да, реабилитация, лечение. Потом ребята возвратятся домой в мирную жизнь и возвращаются, да, и все будет налажено. Но вот ребята вот все равно должны ежегодно проходить лечение и реабилитацию. И, ну, ампутанты будут, поэтому, значит, для них вот надо вот тоже вот в реабилитационном центре, вот специализированном, да, значит, проводить реабилитацию. Насчет качества, вот я вне, может быть, кадра, да, я сам работаю, есть у меня коллега по профессии, да, то есть я столярничаю, есть столяр. Без 2 ног, ну, моложе меня,
без двух ног и справляется, вот, вполне вписывается в картину обычной вот этой гражданской жизни. Ты не скажешь, что он там без двух ног и это самое. Ну, передвигается, конечно, там специфически, да, но, как скажем, ни в чем себя не ограничивает. Вот это к словам о том, что вот, помните, когда говорили, что там, Дмитрий из Намского Луса, да, бегать будете. Поэтому, еще раз говорю, вот качество тех, опять же, услуг, да, не услуг, наверное, мероприятий, которые проводятся по линии Минтруда, сомнений абсолютно нет. И еще раз, и даже вне СВО реабилитационный центр на Зорге считался одним из лучших в плане, ну, даже возьмем такой обычный пример, да, человек там, в результате травмы и так далее там, получил какие-то повреждения позвоночника, да, по-моему, лучше, чем реабилитация на Зорге, ну, представить невозможно. Ну, и это, как бы, это единственный практически центр вот такой вот реабилитации, да, для таких людей. Поэтому картина такая, она и до СВО, и, я думаю, после СВО она будет складываться очень-очень положительно. Я безмерно благодарен и от своего имени, от имени жителей республики за ту работу, которую вы проделываете ежедневно. Я еще раз говорю, вот пытался я все-таки построить для себя картинку будущей жизни, да, где участники СВО будут занимать определенный процент. Все-таки очень много населения прошло через эти события, и какое-то влияние на общественную жизнь они все-таки все равно будут сказывать. Поэтому спасибо вам за то, что приняли приглашение поучаствовать в этом разговоре. Я не стеснялся в выражениях, я пытался задавать прямые вопросы. Поэтому разговоров всегда, вернее, Тут вопросов всегда будет много. Зависит еще от членов семьи, от жен, я считаю. Да? Если они дождутся ребят, то будет все хорошо, прекрасно. Если не дождутся, тут, да, будут проблемы. Кто-то будет петь, хулиганить, и, ну, и преступление может быть, и так далее. Но все зависит от общества. Это от жен, от членов семей, от родственников, от коллег и от друзей. Если они будут, значит, вместе все, да, то если мы все вместе будем, то все будет на высшем уровне, я думаю. Никаких таких беспорядков не будет. Спасибо, Асида Юрьевна, спасибо. Это был очередной выпуск программы «Один из нас». Увидимся ровно через неделю.